Слово для выступления предоставляется представителю Верховного суда Искакову Эркену Бакбуровичу. Уважаемый суд, свою позицию Верховный суд предоставил в письменном виде, и хотелось бы остановиться на следующих моментах. В своей позиции мы указали, что основной закон Кыргызской республики гарантирует каждому судебную защиту ее прав и свобод. При этом под конституционным правом на судебную защиту в широком смысле понимается не только право на обращение в суд, но и право на обжалование судебных решений, право на справедливое судебное разбирательство. Кодексом о правонарушениях устанавливается, что постановление по делу о правонарушении вступает в законную силу по истечении срока на обжалование, если оно не было обжаловано. Часть 6 статьи 539 Кодекса о правонарушениях. Кроме того, отдельная норма предусмотрена право обжалования в апелляционном порядке постановления суда, принятых по подведомственным непосредственно суду правонарушениям. Часть 3 статьи 547 КоП КР. Далее, абзацем 1 статьи 566 Кодекса о правонарушениях регламентирован порядок приведения в исполнение постановления суда об аресте, которое подлежит реализации немедленно после его вынесения. Верховный суд отмечает, что в соответствии с статьей 49 Кодекса о правонарушениях лицо считается привлеченным к ответственности за совершение правонарушения с момента вступления в силу решения суда или соответствующего полномочного органа о применении взыскания. Частью 2 статьи 555 КоП КР устанавливается, что постановление о наложении взыскания подлежит исполнению с момента вступления в законную силу. Поскольку, согласно статье 28 Кодекса о правонарушениях, арест является одним из видов взыскания, то положения указанных выше норм применимы и в отношении вынесенных судом постановлений об аресте. Кодексом о правонарушениях Кыргызской республики не предусмотрена отдельная норма о вступлении в законную силу постановления суда об аресте, в связи с чем действует общая норма, установленная частью 6 статьи 539 Кодекса о правонарушениях. То есть постановление по делу о правонарушении вступает в законную силу по истечении срока на обжалование, если оно не было обжаловано. Существующие противоречия в самом законодательстве о правонарушениях, в частности, немедленное приведение в исполнение постановления суда об аресте, без усмотрения положения о вступлении в законную силу подобных постановлений, противоречит конституционной норме о признании лица невиновным в совершении преступления или проступка, пока его виновность не будет доказана, предусмотрена в законном порядке и установлена вступившим в законную силу судебным актом. Верховный суд считает, что нарушение отмеченного принципа является основанием для возмещения материального ущерба и морального вреда в судебном порядке, часть 1 статьи 57 Конституции Кыргызской республики. Для исключения возможных предпосылок к нарушению прав человека следует устранить имеющиеся противоречия в Кодексе Кыргызской республики о правонарушениях или законодательно установить особый порядок вступления в законную силу постановления суда об аресте. На основании изложенного Верховный суд усматривает неопределенность в конституционности абзаца 1 статьи 566 Кодекса о правонарушениях Кыргызской республики. Ясно. Обращающая сторона, у вас есть вопросы к представителю Верховного суда? Нет вопросов. Вопросов нет. Сторона ответчик, у вас есть вопросы к представителю Верховного суда? Нет. Отвечайте. Нет вопросов. Кнопка Гурсетпоч. Вопросов нет. Уважаемые судьи, есть вопросы? Нет. Присаживайтесь.